Если не успели вложиться в биткоин и упустили возможность заявить о себе в ТикТоке, в стримах шанс еще есть. Такое напутствие региональным журналистам дали федеральные коллеги. В Чебоксарах прошла вторая очная сессия медиашколы «Арти Регион». Мои коллеги, долго не думая, придумали формат стрима, который был бы интересен для зрителей. В частности, для аудитории, которая с соцсетями на «ты». О первом опыте вещания в интернете расскажет Вероника Павлова. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Саша. Саша? Сколько вам лет, Саша? 41. Почти 10 лет Александр попрошайничает на улице. График работы с 9 до 9. В выходных нет. И в знойную жару, и в лютый мороз мужчина сидит возле Чебоксарского торгового центра «Детский мир». На сессию подписал, говорит, дарственный. И сейчас он сидит здесь. Она меня выгнала. Александр отморозил ноги, но до так называемого места работы пока ковыляет сам. Кто выпечку соседней пекарни вынесет, кто копеечку подкинет, так и живет 41-летний мужчина на донаты неравнодушных горожан. Но сегодня многие к таким, как Александр, относятся скептически. Формат стрима, рассказывающий о людях без определенного места жительства, помог бы развеять мифы о бездомных. Кто эти люди, мимо которых мы каждый день проходим? У меня мечта квартиру снять. И приходить домой. Идея рассказывать о людях, живущих на улице, не новая. В Ютубе она даже получила отдельное название – «Мизерная вселенная». Людям всегда интересно смотреть на людей, отметил шеф-редактор дирекции вещания на Россию, страны СНГ и Балтии Арти Константин Придыбайло. Поэтому, несмотря на новые тренды в медиа, стримы до сих пор востребованы. А главное – это дешево, затраты на создание контента минимальные. Разве что на хороший микрофон придется раскошелиться. Плохой звук зрители не прощают. Делать прямые трансляции, стримы сейчас именно для каких-то региональных медиа, это наоборот тот выход, потому что, как правило, региональные медиа существуют в рамках вставок федеральные. Но у них есть свои собственные соцсети, которые нужно и необходимо развивать, и через соцсети сейчас мы в основном потребляем контент. Почему, зачем вам ждать включения в ваш выпуск новостей, который там, и то это будет там минута, максимум полторы, если вы можете на протяжении большего времени в прямую трансляцию вести в собственные соцсети. Главное преимущество стримов – ощущение, что события происходят здесь и сейчас. Это и подкупает зрителей. Поэтому прощают и ляпы, отсутствие монтажа. В молодежном правительстве Чувашии сейчас запускает свой медиацентр. Новые идеи можно было бы почерпнуть и в социальных сетях, а именно из комментариев, которые зрители оставляют во время прямого эфира. Это формат живого диалога, потому что здесь заходят комментарии, идут комментарии, идут вопросы в эфир, мы на них отвечаем сразу. Ну и для нас самая глобальная, самая актуальная позиция – это мы близки, мы открыты. Формат стрим вроде и не новость для нас, да? Но в то же время мы не пользуемся этим. Вот сегодня посмотрели, реально вот участники вышли, кто-то на троллейбусе, кто-то к бомжам вот вышли. И можно решить настоящие проблемы, реально. Что касается подкаста про бездомных людей, вторая серия ожидается. Подписывайтесь, как говорится, на наши соцсети. Там мы публикуем то, чего вряд ли можно будет увидеть в эфире. Вероника Павлова, Михаил Солин. Вести Чувашия.